Здравствуйте, уважаемые друзья! А мы начинаем очередной подкаст, который называется «Как дела?» и реализуется Союзом людей с инвалидностью равенства в рамках проекта «Инклюзивное общество для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фаза 3» при поддержке общественного фонда ФСДС. И у нас сегодня в студии гости. Приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте для начала представимся, да, потому что я Укей Мураталиева, ведущая подкастов, и... я Ралбаева Айпери. Получается, сегодня я участница. Хорошо. Подкаста. Второй участник. Меня зовут Мирлан. Фамилия очень сложная. Скажите, пожалуйста. Кульджигачев. Постараемся выучить. Вы знаете, мы сегодня обсуждаем очень важную тему. Мы будем говорить о людях с инвалидностью, которые работают. Но вместе с этим я знаю, что у вас уже есть работа, да? Примерно опишите, в какой сфере вы работаете. Я работаю в МПО, общественной организации. Угу. Я администратор, работа интересная. Угу. Отлично. И Мирлан? Я работаю в финансовой структуре, контролирую наших клиентов, где они, что они проводят, какие оплаты. Название организации не буду говорить. Ну и не надо, да? Потому что в целом мы будем говорить о других вопросах. И это интересно, что вы уже нашли свое место в жизни, да? И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, пока вот вы пришли в ту сферу, где вы работаете сейчас, вам долго пришлось потратить время на поиск работы? Лично мне года 3-3,5. Именно если на поиск работы, на то, что чем ты хочешь заниматься, чтобы тебя трудоустроили, это было где-то примерно года 3. Мне практически повезло, потому что после окончания учебы, это 2007 год, июнь-июль месяц, и в сентябре я уже устроился в госструктуру. А туда попал... В общем, когда заканчивали уже высшее заведение, у нас там была встреча с статс-секретарями. И получилось так, что познакомился с этим статс-секретарем. И момент нашего собеседования, общения, и получилось так, что он пригласил к себе на работу, я согласился и устроился практически через 2 месяца после окончания. Отлично. Там проработал неполные 5 лет, и там, наверное, примерно месяца 4. Как многие сейчас модно говорят же, отдыхал. Я скажу, мне это заняло, скорее всего, не как отдых, а как дополнительное размышление. Еще раз убедиться, насколько наше правительство не справедливо не только к людям с ограниченными возможностями здоровья, также и всем. И очень был сильно разочарован. Потом в течение этих 4 месяцев думал, может, попробовать другую сферу тоже, но в госструктуре. В итоге пришел к решению, что нет. Мне посоветовали финансовую структуру. Я думаю, почему бы нет, попробовать. И вот в этой финансовой структуре уже 10-й год. Ух ты! Вот в сентябре будет ровно 10 лет, как я там работаю. Получается, вы сначала проработали на государственной службе, да. Потом перешли в другой сектор. Уже частный сектор. Частный сектор, хорошо. Айпери, а вот вы сразу начали работать в этом секторе или пришлось предварительно походить в других? Нет, я начала работать сразу, потому что прошла много тренингов, обучений, подготовку к работе. Да, и потом начала работать в своей сфере, в которой я работаю сейчас. И теперь мы переходим к вопросу номер 2. Вот лично для вас, Айпери, Мирлан, ваша инвалидность, она же ведь есть, да? Именно поэтому мы здесь. Инвалидность ваша все-таки для вас была вызовом или создавала трудности? При устройстве на работе, при работе сейчас и в целом, пожалуйста. Первый, кто хочет ответить? При устройстве в работе, наверное, нет, потому что к тому моменту я уже, не то чтобы свыкся, я это принял, но когда приобрел инвалидность, мне было вначале тяжело. Это
Ну, грубо говоря, где-то, наверное, в год. Это, конечно же, как всегда. Наверное, сколько не депрессия, а как бы это помягче сказать. Что вы ощущали вот в этот момент, пока вы боролись с тем, что нужно принять? Какие спектры чувств, что вы не нужны? Да, то, что я уже в таком состоянии, я уже все, не смогу делать то, что, скажем, любил, что же физическое ограничение есть, и тут уже появилось момент, что нужен ли я здесь, не нужен ли я там, еще что-нибудь. Ну, благо у меня друзья, получается, вывели с этого состояния тяжелого. И уже, несмотря на это, там уже на костылях ходил несколько лет, и ты уже... Какие слова поддержки они вам говорили? Сколько не слова поддержки, а то, что они были рядом. Я, получается, когда вышел уже из больницы, практически постоянно был дома. И у меня один друг приехал, говорит, выходи. Я говорю, нет, он такой уедет, приедет. И уже, потому что настырно уже сказал, я говорю, уже приехал, выходи. И начал потихоньку выходить. Так сказать, опять вливаться в общество. Это, получается, уже новая жизнь для меня же. Да. Потому что, как раньше, уже дорогу нормально не перейдешь, арык не перешагнешь, у себя по двору не пройдешь, по лестнице не поднимешься, не спустишься. И это вот постоянно, получается, выходы с друзьями быть. И самый большой плюс то, что они не ограничивали, не делали акцент на этом. Я такой уже, ну ладно, на костылях пойдешь, в гору поднимешься, еще что-нибудь, и постепенно уже принимаешь это. Благодарю. Теперь вот Айпери, да? Такой же вопрос. Но у меня с принятием это было чуть полегче, потому что у меня инвалидность с рождения. То есть, да. Можно сказать, что у вас не было выбора? У меня так такого его и нет. Я с этим живу, да? Конечно, барьеры были в плане того, что как я буду работать, как я доеду, как я успею. Потому что ты вроде бы не работал, ты сидел дома в своем комфорте, тебя никто не трогал, твоя семья кормила. Можно вопрос? А почему вот никто не трогал, условно говоря? Потому что моей семье было важно вылечить меня. Было важно, чтобы я стала на ноги. И все вот эти 17 лет боролись с тем, что вот сейчас я вот начну ходить, как все. Можно вопрос? Вы вылечились? Нет. Я также обожаю свою тросточку, я также с ним хожу. Так что нет, я люблю себя такой, какая я есть. Хорошо. И теперь вот отвечаем на вопрос, да? Все-таки в трудоустройстве или в работе инвалидность, наличие его, это вызов или... Это вызов. Это вызов самому человеку. То, что человек, который имеет инвалидность, он спрашивает себя, а я могу? А я это сделаю? Потому что он привык, что он в зоне комфорта. И когда его берут на работу, это вызов для него и для человека, который принимает его на работу. Но я это так воспринимаю. Интересно. И вот смотрите, в вашей работе, вы просто опишите качество. Вот, Мирлан, в вашей работе и Айпери в вашей работе. Какие качества требуются для того, чтобы хорошо выполнить свою работу? Ну, поставленные свои функциональные задачи, их надо просто выполнить. Например, есть задачи, которые надо выполнить за определенный свой промежуток времени, работу. Сидишь, выполняешь, молодец. Не выполнил, где-то что-то профукал, не молодец. Но именно, что еще именно во второй работе меня привлекло, там сидячая работа. Мне долго ходить не могу. И плюс за эти 10 лет именно вторая нынешняя работа, непосредственно мой начальник, руководитель нашей организации, не раз мне помогли, даже больше, нежели чем моя предыдущая работа в госструктуре. Хотя там были тоже возможности. А можно в продолжении такой вопрос? Вот тот опыт, который вы взяли, работая в государственной службе, применяете ли вы эти навыки в своей работе сейчас? Именно в госструктуре еще хорошо, именно коммуникация с разными людьми. А в моей нынешней работе это коммуникация не только с клиентами, но и с другими отделами.
Это находить общий язык, с ними беседовать, делиться информацией. Да, на госструктуре это очень хорошо дается. Потому что на госструктуре, когда я работал с подструктурными нашими отделами, даже не отделами, подструктурными организациями, которые в других регионах находятся, с ними коммуникацию быстро находишь, получается легче трудовые общения находятся, языки. И это применяется сейчас здесь. Айпери? Ну, в моей работе нет. Это просто ты знаешь, что ты делаешь, что ты должен, как у тебя это прописано по трудовому договору, да? Ты знаешь, что ты обязан это сделать, и ты это делаешь. Это, в принципе, как мне повезло, да, я думаю, что сидеть и работать, и получать от этого удовольствие, потому что я смогла еще во время своей работы еще и поступить, и это мне не помешало. Значит, вы параллельно успеваете и работать, и учиться. Да. Оно связано с тем, что вы повышаете квалификацию, или... Однозначно, скорее всего, так и можно назвать. А в какой сфере у вас? Ну, я учусь на психолога. О, интересно. Мне тоже эта тема, кстати, близка. И смотрите, еще один вопрос. Я вот слушаю вас, да, и мне хочется задать эти вопросы. Вам пришлось освоить какие-то новые навыки для того, чтобы хорошо делать свою работу? Те навыки, которые вы раньше не делали, но вы освоили в процессе. Да, потому что вот когда устроился в частную организацию, там все-таки функциональная часть, вся работа, она отличалась от той предыдущей, чем я занимался. И как мне тогда еще коллега говорил, Мирлан, потерпи 2 месяца, чтобы мозг, говорит, перестроился именно на новый лад работы. Примерно так же и прошло. Айпери? Ну, мне пришлось научиться более четко распределять свои действия и какие-то возможности, и изучить, наверное, наш город в плане того доступности дорог. Хорошо. И вот, Мирлан, вы сказали очень интересную вещь, что ваша работа, которая есть у вас сейчас, она учитывает какие-то ваши потребности, например, это сидячая работа. И вот скажите, пожалуйста, Айпери, вот ваша работа тоже учитывает ваши потребности индивидуальные? Да. А вы что-то еще дополнительно, какие-то плюшки просили для себя? Или, например, сидячая работа — это все, что вот для вас лично? Нет, потому что я мог бы попросить, но нет. Потому что, как Айпери сказала, да, это вызов самому себе. Надо доказать то, что ты можешь выполнять ту же самую же работу, даже относительно лучше, нежели чем люди, у которых нет ограничений по здоровью. И это так приятно доказывать. Но при этом стоит ли попросить для себя какие-то индивидуальные возможности? Не стоит, а надо. Это надо делать, спрашивать. Например, я за вот этот весь период, я инвалидность, получается, приобрел то еще, скажем, в юношестве, там, да, себе ставишь, надо преодолеть, как бы это все осталось. Вот в вашем случае, Айпери, даже в вашем вам, скажем, если вы устроитесь, вот, если так сравнивать между нами 4, вам чуть сложнее, нежели чем мне. Вам надо это спрашивать. Это вы можете запросить. Извините, да, я эту работу выполню, но мне нужно вот это, чтобы там, не, скажем, сильнее травму себе не принести. Но, с другой стороны, я думаю, что это очень индивидуально, когда нам стоит об этом попросить или сказать, а иногда... Ну, стыдиться нельзя, нет. У нас вот за этот весь период, что заметил, независимо какой человек, есть у него ограничения по здоровью, нету, у них начинается, уялышат, да, стыдятся. Стыдно. Да, это как всегда у нас начинается, или не ты, там, кошнала или не ты. Вот главное вот это все переплюнуть. Что хотят, пускай говорят. Главное создать себе комфорт в работе. И вот интересные вещи, да, и теперь давайте перейдем к завершающей части. Предположим, что нас слушают молодые люди, молодые девушки, которым скоро предстоит искать себе работу. Но при этом они не обладают теми навыками, которые нужно для какой-либо работы. Вот какой совет вы могли бы дать этим молодым людям, Айпери? Но я думаю, что независимо, что ты имеешь в виду, у тебя есть образование, нет,
есть друзья, знакомые, которые могут поддержать или нет. Тебе просто нужно попробовать пойти и сказать, вот я могу, давайте попробую я выполнить эту работу, да? Попробую качественно, не устроит, я уйду. Устроит, я устроюсь на работу. Не взял один начальник, возьмет второй. Не второй, так третий. Просто не сдаваться, пробовать открывать эти двери, да, и не говорить себе, не ставить каких-то барьеров в плане того, что я инвалид, я человек с инвалидностью, я не могу. Нет, ты можешь, если только ты сам себе это скажешь. Потому что, мне, конечно, да, это очень повезло, что я нашла вот свою работу, любимую работу, свое начальство, да, в этом, да. А в других случаях просто, я думаю, пробовать. Пробовать. А если не получилось, допустим, вы попробовали, у вас не получилось, нужно бросить? Нет, ни в коем случае. Это опыт. Ты будешь знать, что в этой работе этому начальнику это не понравилось, значит, это мне не нужно делать, значит, я попробую по-другому это сделать. Да? Учитывать, то есть поменять подход. Учитывать, наверное, нет, не то, что подход, а то, что начальники бывают разные, и у них потребности разные, но и свои потребности тоже не забывать. Да? То, что ты тоже человек. Попробовать совместить работу и свое удовольствие, и свой, наверное, доступ в работе даже, как я это понимаю. Угу. Спасибо. Я согласен с Айпери, да. Надо стучаться в каждую дверь, входить, но для себя надо решить то, что независимо на какую работу тебя возьмут, нравится она тебе, не нравится, надо ее выполнять качественно. Потому что, да, сейчас молодые люди, те, которые даже у них нет опыта работы, они будут искать себя. Будут пробовать много, но независимо, куда они устроились, проработали месяц, 2, год, 3. Надо выполнять ее качественную работу, чтобы в будущем, когда уже говорили, да, этот человек у нас проработал месяц, проработал шикарно, мы были довольны, но, видать, мы чем-то ему не устроили, и этот человек поменял место работы. Надо оставлять такие. Большинство молодежи у нас сейчас ленивая. Им что хочется? Им прийти, перешагнуть порог какого-либо организации, и чтобы получить сразу большие деньги. Нет. А когда им говорят, что надо трудиться, даже какие раньше люди говорят, сначала надо работать на свой авторитет, а потом авторитет на тебя. Это действует. И вот надо для себя именно осознать то, что независимо от типа вида работы, надо ее делать хорошо. Я думаю, что люди, которые нас слушают, подчеркнули для себя интересный совет или рекомендации и сделают для себя какой-то анализ. Мы могли бы поговорить много о чем, но, к сожалению, время наше завершается. Я вас благодарю. А наших зрителей и слушателей приглашаю слушать нас дальше. Напомню, уважаемые гости, вам, что у нас в гостях были Аралбаева Айпери и Мирлан Кульджигачев. Правильно сказала? Правильно. Отлично. Всем до свидания. Всего хорошего.